а человек в свой аул ушел. Немного времени прошло, услышал этот человек недобрые вести. Легло какое-то страшное чудовище около одного аула, никого не впускает, никого не выпускает. Мучаются жители аула, а что делать, не знают. Уж не то ли чудовище, которое я из ямы вытащил, подумал человек. Ну так оно обещало 3 мои просьбы выполнить. Попрошу его, чтобы оставило людей в покое. Отправился он в тот аул. Видит, то самое чудовище, которое он вытащил из ямы, сидит. Никого не пускает, никого не выпускает. Мучает народ. Вот и говорит человек чудовищу: помнишь, как я тебя от злой женщины спас? Помню, отвечает чудовище. А помнишь, как ты обещала 3 мои просьбы выполнить? И это помню. Ну так вот, и сделай сейчас первое доброе дело. Уйди от этого аула, не мучай людей. Ладно, отвечает чудовище, исполню твою просьбу, уйду. И тут же пропало. Стали жители аула благодарить доброго человека. Проси у нас чего хочешь, все тебе дадим. Ничего мне не надо, отвечает человек, у меня все есть. Немного времени прошло, явился к этому доброму человеку старейшина из дальнего аула. Стал просить: помоги нам в беде. Легло страшное чудовище у реки, закрыло воду и никого к ней не допускает. Теперь нам не напиться, не умыться, ни скот попоить. Хорошо, отвечает человек, помогу вам. Отправился он поспешно в тот аул, подошел к чудовищу и говорит: сделай теперь второе доброе дело. Открой воду. Ладно, отвечает чудовище, и тут же пропало. Освободилась река. Побежала вода, высыпали на берег все жители аула. Прибежали туда же лошади, коровы, овцы. Все пьют воду, радуются. Стали жители аула предлагать человеку богатые подарки, а он не берет. Немного времени прошло, и в 3-й раз пришел к нему старейшина из другого аула и опять стал просить, чтобы избавил он их от чудовища, которое у них посевы портило, няло да вытаптывало. И в этот раз чудовище все сделало, только перед уходом зашипело и сказала человеку: ну вот, исполнены твои 3 просьбы. Смотри, не вздумай у меня еще о чем-нибудь просить. Живем тебя проглочу. Неизвестно, сколько времени прошло, но снова пришел к тому человеку старший из другого аула с просьбой избавить их от чудовища. «Не послушается меня чудовище, — говорит человек, — не уйдет, да еще и меня проглотит». А старик от него не отстает, упрашивает его: ну, хоть маленьких детей пожалей. Думает человек, не 2 раза умирать. Один: или что-нибудь придумаю, или сам пропаду. Приходит он к чудовищу, а оно зашипело, выпустило когти, стало острыми зубами щелкать. «Я, — шипит, — предупреждала тебя, чтобы ты ко мне больше 3 раз со своими просьбами не являлся, а ты пришел, ну так пеняй на себя, сейчас конец тебе». Засмеялся человек и говорит: глупое ты чудовище,
Да разве я пришел просить тебя о чем-нибудь? Я только хочу сказать, что тебе беда грозит. Помнишь ли ты злую женщину, которая тебе в яме житья не давала? Как не помню? Помню. Ну, так вот. Она выбралась из ямы, бегает всюду, тебя разыскивает и кричит: подайте мне его, я с ним расправлюсь, я ему хвост оторву. Говорят, она уже недалеко, вот-вот в этот аул прибежит. Испугалась чудовище, всполошилась. Ну, говорит, если она из своей ямы выбралась, надо мне поскорее убегать да прятаться. Поднялось чудовище, закружилось и пропало. Так с того дня никто больше его и не видел, никто больше о нем и не слышал. Вот такая сказка, дети. Но это сказка, а в жизни никого в яму бросать не надо. До свидания, мои хорошие.